Весь этот год Татарстан развивался поступательно, работал на созидание. В экономике главным драйвером стали национальные проекты. На их реализацию было выделено свыше 34 миллиардов рублей. Было запланировано строительство 555 объектов. По нацпроекту «Демография» построено 13 детских садов, 5 в Казани, 3 в Набережных Челнах, 2 в Пестричинском районе, по одному в Лаишевском, Высокогорском районах, в Альметьевске. Построен универсальный спортивный зал в Кукмаре, физкультурно-оздоровительный комплекс в Казани. В Алексеевском районе приступили к строительству крытого катка. 10 спортивных школ получили новое оборудование, инвентарь, экипировку, микроавтобусы. Прошел модернизацию Центр занятости населения в Альметьевске. Семьи, воспитывающие детей, получили поддержку на 5 с лишним миллиардов рублей. По нацпроекту здравоохранения был построен Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Закуплено новое современное медицинское оборудование. В рамках нацпроекта образования было построено 2 новых школы, отремонтировано 2 спортзала, созданы 114 центров «Точка роста», приобретена компьютерная техника, в 26 образовательных организациях создан детский технопарк «Кванториум». По нацпроекту культуры было построено 3 дома культуры в районах Татарстана, отремонтировано 2 школы искусств в Казани, начато строительство 2 центров культурного развития в Елабуге и в Альметьевске. Масштабные проекты были реализованы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» стоимостью более 12 миллиардов рублей. 245 километров дорог было приведено в нормативное состояние. По нацпроекту «Экология» завершился первый этап реконструкции очистных сооружений в Казани. По программе «Чистая вода» в поселке Васильево Зеленодольского района завершено строительство станции водоподготовки. 3 детских сада и еще одна новая школа в Казани появилась благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Было благоустроено 49 общественных пространств, построено 3 новых автодороги. Предприниматели, фермеры, сельхозкооперативы получили поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Без всякого преувеличения, самое резонансное и значимое событие в экономике в уходящем году. Сделка века. Объединение нефтехимических и энергетических активов крупнейших российских финансово-промышленных групп «Сибур» и «Таиф». Мы привыкли, что часто такие большие сделки проходят не то чтобы тайно, но без широкой огласки и привлечения внимания общественности и прессы. В этот раз все было предельно открыто, прозрачно, публично. Какие предприятия вошли в периметр сделки? Что она принесет компаниям и Татарстану, России в целом? Для нас, для республики, очень важно, чтобы нефтехимия в нашей республике развивалась. Детали много и подробно освещались СМИ, в том числе и в нашей программе, не будем повторяться. Отметим только самое главное. Это именно тот случай, когда 1 + 1 равно 5 и даже больше. Союз Таифа и Сибура делает сильнее, мощнее, богаче все стороны. А это, еще раз повторимся, не только сами предприятия, но и жители Татарстана и России. Эффект, как говорят специалисты, синергетический, что значит больше налогов, социальных программ, гарантия реализации масштабной инвестиционной программы группы «Таиф». Последние вот эти 30 лет было инвестировано около 37 миллиардов, а предстоит в ближайшие 10 лет инвестировать 20 миллиардов долларов в Республике Татарстан, который даст огромное развитие. Событие такого мирового масштаба, да, рождается нефтегазохимическая компания там, мирового уровня, которая может войти в 5. Конечно, надо быть реалистами. Золотой дождь инвестиций не прольется сам собой. Предприятия объединенной компании ждут реформы, а их коллективы и руководство – напряженная и ответственная работа. Но разве этот факт нас когда-то останавливал? Мы понимаем, что нас всех ждет большая напряженная работа по реализации проектов, потому что это действительно большая инвестиционная программа. От таких перспектив аж дух захватывает. Нижнекамск уже сейчас настоящая нефтехимическая столица России и, судя по всему, будет расти и дальше. Тем более, что рядом с Нижнекамск нефтехим и Таиф НК набирает силу и мощь комплекс Танека, входящий в группу компаний Татнефть. Запускаем в эксплуатацию. У Татнефти и Танека уже появилась добрая традиция перед Новым годом. Только не ходить в баню, как у героев одного известного фильма, а открывать новые производства и установки. А этот год, кстати, юбилейный для Танека, прошло ровно 10 лет с момента его запуска в промышленную эксплуатацию, еще и рекордный для самой Татнефти. Аж 7 новых производств. И 39 миллиардов инвестиций в Танека по итогам 2021 года. Всего же за 10 лет с начала строительства в суперсовременный нефтеперерабатывающий комплекс было инвестировано 470 миллиардов рублей.
В этот сложный и напряженный год Татарстану, да и любому региону, в стране в целом, как воздух, нужны были большие стратегические проекты. И в этом плане республике повезло. Хотя, как тут не вспомнить слегка избитое выражение «везет тому, кто везет». Инфраструктурным проектом года для Татарстана, да и России в целом, который, безусловно, на десятилетия изменит нашу жизнь, стал проект строительства трассы М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань. Мы целый год внимательно следили и будем следить дальше за его реализацией. На текущий момент известно, что уже завершена первая часть надвижки и пролетного строения моста весом 560 тонн протяженностью 3 километра. В рамках проекта также будут построены мосты через реку Мёша и Свиягу. И все самое интересное и грандиозное еще впереди. Понятно, что без потерь пережить и без того непростой пандемийный год невозможно. Однако больше всего не повезло аграриям. Не повезло с погодой. Жесточайшая засуха лишила большей части урожая и, соответственно, доходов сельчан. Вместо ожидаемых 5 миллионов тонн было собрано 2 миллиона 341 тысяча тонн зерна. Ущерб огромный, но катастрофы не случилось. Аграрный сектор Татарстана имеет огромный запас прочности, и этот удар судьбы пережил стоически. Не только Нижнекамск отметился важными открытиями производства в уходящем году. Особая экономическая зона Алабуга, как и всегда, работала в созидательном режиме. Аурус запустил производство автомобилей представительского класса. В ноябре здесь запустили первое в России производство сырья из углеродного волокна. В соседних Челнах Хайер приступил к строительству завода штамповых изделий. В июне компания заложила первый камень умного завода по производству холодильного и морозильного оборудования. На КМПО была введена в строй новая современная газотурбинная энергетическая установка. Деловая жизнь в Татарстане в уходящем году была насыщенной. Пандемия не смогла отменить наших планов, и в Казани на достойном высоком уровне прошли Всероссийский венчурный форум, Международный цифровой форум «Казан Digital Week», традиционный татарстанский нефтегазохимический форум и, конечно, грандиозный Казан-саммит. Из трендов отметен все более явно прослеживающийся курс на внедрение информационных технологий. Он будет точно продолжен и в следующем году, который, как известно, в Татарстане объявлен годом цифровизации. Будут ли мощные цифровые прорывы в 2022-м? Посмотрим. Уже в этом году все заметили небывалый рост e-коммерции и маркетплейсов в Татарстане. Тенденция явно не на 1-2 года. Будем строить амбициозные планы и на год наступающий. Имеем право, ведь в 2021 мы заложили для этого неплохую основу. Тимур Бекмурзин, 7 дней.